Кем издана первая печатная книга? О чем пишется в православной литературе? Об этом и не только вы узнаете сегодня в программе «Дорога к храму». В нашей стране, как известно, в качестве основных религий выступают ислам и православное христианство. А потому праздники, чествующие Иисуса, Богоматерь и святых, имеют большую важность для многих людей. Некоторые религиозные даты уважают даже люди, далекие от веры, например, Пасху и Рождество. Но не только жившим когда-то личностям, отмеченным особой благодатью, посвящают православные торжества. Например, 14 марта значится в календаре религиозных дат как День православной книги. 25 декабря 2009 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято решение учредить ежегодный День православной книги. Праздник приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги. С инициативой проведения подобного праздника выступил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дата праздника – 1 марта, 14 марта по новому стилю, выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1564 году, в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иваном Федоровым. В XVI веке это произошло, и, в общем-то, мы празднуем. Что мы празднуем? Вот не только ведь написание вот именно этой книги. Надо понимать, что к нам на Русь знания, образование, письменность, они пришли именно после крещения Руси. Есть некоторые такие представления, есть некоторые такие авторы, которые утверждают, что здесь существовала вот какая-то цивилизация, которая имела, в общем-то, и письменность, и образование, но никаких письменных источников об этом нету. То есть все авторитетные академические учебники, книги говорят о том, что, в общем-то, здесь, на Руси, письменность и образование появились только лишь после крещения. И, конечно же, первые книги, и Евангелие, и апостолы, и Библия, и богослужебная литература, она была именно церковная и была написана на церковно-славянском языке. И, как мы знаем, печатные книги, они возникли намного позже, а книги распространялись именно переписыванием, когда люди долгими годами писали вот эти красивые буковковые письма на церковно-славянском языке. Книга была на вес золота, потому что она действительно стоила очень дорого, ее тяжело было скопировать, тяжело было переписать, и их очень хранили и берегли. И самое важное, те знания, которые книги содержали. Они содержали знания о Боге, о вечной жизни, о том, как надо жить нам здесь на земле, для чего человек пришел на землю. И, конечно же, именно поэтому у нас до сих пор сохранилось такое трепетное отношение к любой книге. Да? У любого человека спросить, книгу надо беречь. Школьников ругает, да, оденьте обложки, пожалуйста, ничего не пишите. Книга – это святое, потому что она содержит знания. И именно в этот день мы и вспоминаем это значение книги и понимаем, для чего нужна книга, именно для получения образования, которое делает нас лучше, не распространяет какие-то ложные или злые знания, а именно приводит нас в человеческий вид, то есть чтобы мы являлись тем, кем мы являемся на самом деле. Традиционно к этому дню приурочено проведение книжных ярмарок и выставок, чтений духовной литературы и конференций, посвященных истории книгопечатания на Руси. Вот и в модельной библиотеке номер 10 города Уфы тоже решили отметить этот праздник тематической выставкой. Книга, конечно, имеет огромное значение для человека любого возраста, поэтому наша модельная библиотека с удовольствием присоединилась к этому празднику. Мы приготовили небольшую тематическую подборку, открытый просмотр книг. И в читальном зале нашей библиотеки оформлена выставка, книжная выставка «Тепло старинных переплетов». Эта книжная выставка условно поделена на две части. С правой стороны читатель может увидеть книги, предоставленные нам фондом Христовоздвиженского храма Янтальцевой Ирины Николаевны. Здесь есть старинные издания, в том числе 19
XVIII века. И с левой стороны книжной выставки экспозиция нашей модельной библиотеки. Здесь есть книги 30-х, 40-х, 50-х годов, то есть книги-ровесники нашей библиотеки. А библиотека наша открылась в далеком 1935 году, и в этом году нам уже исполняется 85 лет. В нашем фонде есть интересные издания Библии, есть Библия для детей, есть различные энциклопедии по религоведению, в которых тоже есть статьи по православной вере. Любой желающий может прийти на эту выставку и познакомиться с редкими книгами. Беря в руки книгу, читатель обращается лицом к истории своего государства и роли церкви в его становлении и развитии. Вообще, любой читатель, конечно же, должен понять, что именно православная книга для истории нашего государства имеет огромное значение. Это и становление христианской морали, и становление каких-то истинных человеческих качеств. День православной книги является не просто датой в календаре церковно-общественных праздников, но представляет уникальную культурно-просветительскую программу, возвращающую наше общество к пониманию, условно говоря, откуда есть пошла земля русская. День православной книги направлен на популяризацию не самой по себе книги, а именно его чтение. Книги издают и приобретают не для того, чтобы ставить их на полку для красоты, а для обогащения внутреннего мира читателя. Книги – это сокровище для нас. А хорошо, когда книги, действительно, в книгах содержится душеполезная информация. И несмотря на то, что сейчас нас вот окружает и телевидение, там, интернет, YouTube, и мы больше, наверное, смотрим, нежели читаем. Самое удивительное то, что если раньше человек охотился за информацией, то информация сейчас охотится за нами, и не всегда полезная. Когда мы выходим, например, даже в город, да, видим реклама постоянная, да, и т.д. и т.п. И подсознательно в любом случае мы этой информацией, к сожалению, насыщаемся. Но эта информация не всегда полезная. И, конечно, мы сами выбираем, что мы читаем. Поэтому очень важно выбирать, что мы читаем. Если это душеполезное, то есть если то, что это принесет мне, моей душе, какую-то пользу, то это хорошо. А если это пустышка, то, конечно, это плохо. Конечно, сосуд не бывает пустым, он всегда чем-то наполняется. Я говорю, имею в виду сосуд нашей души. Но, конечно, хотелось бы, чтобы сосуд нашей души наполнялся полезной, прежде всего, душеполезной информацией. А благо сейчас есть все для того, чтобы эту информацию найти и насытиться ею. Прежде всего, если мы говорим о душе, это через чтение Священного Писания. Православная книга раскрывает духовный мир человека. У православной литературы, приоритетом которой являются духовные блага и ценности, есть неоспоримые преимущества перед книгами мирскими. Они не проповедуют того, что идет вразрез со Словом Божьим. День православной книги я рекомендую и молодежи, и дошколятам, и школьникам, и студентам, и взрослым людям, и бабушкам, и дедушкам, конечно же, больше читать, больше читать. Носители, они, может быть, меняются, но само содержание ни в коем случае нет. Прочитав хорошую книгу, мы становимся намного богаче, намного лучше, поэтому к чему всех и призываю. С умным человеком всегда есть о чем поговорить, есть обсудить книгу либо классическую, либо какую-то новинку. Поэтому, в общем-то, на это надо уделять времени. Я не уверен, что несколько часов в день в YouTube они сделают нас лучше. Но я точно уверен, что 10 страниц какой-нибудь хорошей книги в день принесут какой-то багаж в наше сердце и в наш разум. Значение книги заключается в том, что мудрость прошлого, накопленный веками опыт человеческий, посредством книги передается каждому последующему поколению людей.
Книга является собой универсальный способ разговора людей сквозь время, с помощью которого последующие поколения получают назидательные уроки. Недаром русская пословица гласит: «Золото добывают из земли, а знания – из книги». В воскресной школе при Свято-Пантелеимоновском храме города Уфы открылась фотовыставка, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На открытие выставки пришли родственники представленных в экспозиции ветеранов, учащиеся воскресной школы и прихожане храма. 5 лет назад вот появилась такая затейка, она до этого существовала немножко в другом виде, но вот собрали информацию, фотографии, краткую информацию о тех людях, которые здесь вот представлены. У некоторых нет фотографий, у некоторых только вот там фамилия, имя, допустим, отчество и неизвестная судьба. Там, допустим, человек воевал под Ржевом, пропал без вести. Все. Вот. А наша задача как раз их вспомнить. Оба деда прошли войну и со стороны матери, и со стороны отца. Вот, со стороны матери я не застал. Вот, со слов бабушки, только не узнаю, он был сапером. А вот со стороны отца у меня официально как бы не был военным дед, но он был железнодорожником, строил железную дорогу. И вот он мне рассказывал, как у него бывало. То есть вот они дорогу строят, ну, по железным дорогам перебрасывают же топливо, значит, боеприпас, то есть это как стратегически важный объект. И на них часто нападали, бывало, немцы, пехота, бывало с самолетов. И вот он говорит, идешь, говорит, за одним плечом костыли, за другим винтовка. Раз, говорит, там, крик, там, немцы слева, мы, говорит, под вагоном ныряем, и начинается перестрелка. Они там пулеметы доставали с винтовок, и просто вот самолет несколько бомб сбрасывает. У него бомба заканчивается, и он на бреющем полете пытается, ну, расстрелять, короче. И в этот момент они их сбивали иногда. Но он как бы, ну, военным не считается, но в принципе он воевал и тоже как прошел до конца. На данной выставке представлены родственники наших прихожан. То есть фотография, краткое жизнеописание или описание подвига. На этой выставке представлены мои родственники, мои дедушки, бабушка, вот, Сергей Михайлович, его супруга Анна Демидовна, Сидор Степанович. Вот. Но про них информации практически нет никакой, потому что в живых я застал только вот бабушку и дедушку. И то я был еще маленький, там, 1 класс пошел, когда их уже не стало. Они сами по себе были молчаливы. Вот вообще как бы люди, которые прошли войну, они никогда не рассказывали о своих подвигах. Они молчали. Трудность нашего поколения состоит в том, что вытянуть это из небытия, те маленькие укрухи, которые вот еще остались в памяти наших там, отцов, матерей, наших там, тетенек, дяденек, что они помнят о наших дедушках. А помнят, что воевал. Там, где воевал? Там, война там, с фашистской Германией, война с Японией, финская война. А что конкретно? Мы не помним. А какие награды? Мы не помним. Точно помним, что много было наград. Но поскольку мы были маленькими, там поиграли одной медалью, другой медалью, и все растерялось. Вот у меня, допустим, от дедушки вот, Сидора осталось 2 медали. Там одна юбилейная, 30 лет победы, а другая за освоение целинных земель. Больше ничего не осталось. Остальное все было утеряно. То есть это для меня, допустим, вот 2 медали моего деда, это как вот святыня. Я просто храню как великую святыню. Вот есть иконы, перед которыми мы молимся, а есть святыни, которые связывают меня с этим человеком, который воевал, который после войны раненый пришел и осваивал еще целинные земли. И за это имеет награду тоже. Бабушка имеет тоже вот награду за трудовую доблесть, медаль. То есть кто-то в тылу трудился, кто-то на войне воевал. То есть они все вложили свой труд в общую победу. Интересный случай из жизни вот Сидора Степановича, моего деда по отцовской линии. Когда он собирался на войну, на финскую, там уже эшелон загружали, и пришла весточка, что у него родилась 2-я дочка.
Он у командира отпросился, чтобы повидаться со своей женой, увидеть дочку, вот, с условием, что он идет вторым эшелоном, также отправляется. Командир дал добро, он повидался с дочкой, все, и вторым эшелоном действительно он ушел на фронт, воевал. Вот. Но те люди, которые пошли именно первым эшелоном, они все погибли. То есть так получилось, что вот благодаря его дочери, благодаря ее рождению, Господь вот увел его от верной гибели. Вот. А потом вот он еще послужил вот во славу своей Родины очень много. Вот. И так вот можно говорить о каждом представленном здесь герое. Они все герои. Даже если кто-то наград не имеет, там кто-то из плена бежал. Вот, то есть и такие есть истории на этой выставке. У них одна винтовка на 10 была и по одной обойме патронов. Бой, говорит, недолгий был, у нас быстро там прижали автоматом просто огнем. Пал в плен. 3 концлагеря прошел. Спас его немецкий фельдфебель. Он уже в тюрьме был. А в тюрьме, говорит, нас кормили. Баночка такая из-под консервов. Мне, говорит, муку с водой разводили, так, чтобы беленькая была. Нас, говорит, даже не охраняли, мы убежать не могли. Мы пока, говорит, ползти-то еле-еле могли. Немецкий фельдфебель вытащил его. 7-го, по-моему, вытащил. Пошел за 8-м, и тюрьму, где их содержали, взорвали. А его подобрали танкисты, он еще дошел до Берлина. Рассказал он это перед самой смертью, потому что был в плену. И, скажем так, в то время те, кто был в плену, очень жаловали. И я когда в школе рассказал, что у меня вот дед так вот в плену был, и потом там меня, наоборот, не поняли. Ну, про твоего деда не будем разговаривать. А мне было непонятно, как человек, который 3 концлагеря прожил, 3 раза бежал. Кстати, «Судьба человека», фильм же помните? Вот как раз он все вот это прошел. И про каменолом рассказывал, и про то, как немцы овчарками травили, куски мяса выдирали. Все это он прошел. Другой дед на Карельском фронте воевал, сапером был. Мы даже наградной лист его нашли, по-моему, на орден Красной Звезды. И во время разминирования подорвался, оторвал стопу, его засыпал землей. Он почти сутки был под землей засыпанный. Случайно его нашли, отправили в госпиталь, потом гангрена, 3 операции. И от оторванной стопы дошел до колена. Но выжил. Готовясь к этой фотовыставке, юные потомки с гордостью узнавали историю своих прадедов, одержавших победу в Великой войне. Мой прадед, Кочергин Семен Михайлович, родился в сентябре 1916 года в селе Охлыстино Покровского района Уфимской губернии. Он был назван в честь святого Симеона Верхотурского. Закончил Семен 7 классов в соседнем селе Надеждино. Затем пошел учиться на столяра. Работал также трактористом и мотористом. В 1937 году Семен был призван в армию. Он был командиром и инструктором. Также участвовал в боевых действиях на границе Китая и Монголии, на Холхенголе. В 1940 году Семен должен был быть отправлен домой, но началась Великая Отечественная война, и в 1941 он снова оказался на фронте. Семен оказался в горячей точке, под Смоленском. Вот как пишет о Семене Кочергине корреспондент газеты «Красный ключ» Ерикеев. Когда началась война, Семена перебросили под Смоленск, в самое пекло боя. Задача состояла в том, чтобы удержать шоссейную дорогу Минск-Москва. Служил в артиллерии. Так как он был механизатором, ему доверили управлять тягачом по перевозке тяжелых гаубиц. Немецкие полчища рвались к Москве. И, несмотря на все мужество и упорство наших солдат, они прорывались.
Семена судьба скоро забросила в другую горячую точку, под Ленинград. Там он снова ремонтировал танки и даже возил хлеб через Ладогу. Однажды Семену пришлось ремонтировать танк прямо во время боя. Там он и был ранен. С апреля по сентябрь 1942 года он провел в госпитале. Затем был направлен домой. В селе Волково Семен работал военруком в школе. Он имеет несколько правительственных наград, в том числе Орден Мужества, медаль за отвагу и медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Все люди, знавшие Семена, говорили, что он был очень веселым. С 1950 года жизнь Семена резко поменялась. Он женился на моей прабабушке Катковой Марии, ставшей теперь Марией Кочергиной, и принялся строить очень известную Павловскую ГЭС. Теперь каждый школьник в Павловке знает имя Семена Кочергина, помнит его и в нашей семье. Всего на выставке собраны фотографии 82 человек. Что мы хотели добиться этой выставкой? Прежде всего, она, конечно, направлена на молодых ребят, на молодых мальчишек, девчонок, чтобы они, глядя вот на этих людей, просто вспомнили о том, что были люди, которые, не задумываясь, пошли на фронт, зная, что могут умереть, и кто-то из них действительно погиб, кто-то вернулся живой, чтобы они вспомнили об этом подвиге, вспомнили о том, что для любого человека, живущего на нашей земле, есть еще такие святые понятия, как Родина, честь, отвага, долг. Что за эти понятия люди были готовы умереть, отдать то, что у них было дорого. Это их личная жизнь. И вот нашим детям это как раз надо показывать, чтобы они реально столкнулись, реально увидели фотографии, реально услышали имена тех людей, которые это смогли сделать. Мой прадедушка Егоров Герасий Романович родился в январе 1901 года в деревне Балагушево Чешминского района. 1 сентября 1941 года был призван на фронт рядовым. Последнее письмо бабушки пришло о наступлении, и больше писем не было. В конце февраля 1942 года пришла похоронка, пропал без вести. Но для нас 9 мая мы всегда помним и почитаем прадедушку. Было бы, наверное, вообще здорово, если бы при каждом храме, при каждом приходе была открыта выставка, подобная нашей, чтобы вот прихожане тех храмов рассказали о своих родственниках, чтобы вот этот подвиг народа, которым мы достигли, завоевали вот эту победу великую, был широко озвучен, чтобы мы видели, мы понимали, что это было такое, какой ценой мы это все заслужили, вернее, какая цена была заплачена за то, что мы сейчас имеем возможность дышать, жить, радоваться жизни нашей. Эта связь поколений нужна прежде всего нам, не знавшим войны. Нам не понять до конца того ужаса, который пришлось пережить поколению войны. Именно за это незнание мы должны благодарить всех тех, кто смог выстоять в этой страшной войне, кто смог защитить детство многих поколений.